Так, выкопали ямку где-то 20-25 сантиметров. Поставили дерево. И потом идет процесс засыпки. О тонкостях правильной посадки Магомед Яндиев, лесничий с 30-летним стажем, знает все. Через несколько лет эти тонкие саженцы вырастут в величественные деревья, под которыми можно будет укрыться от палящего зноя или проливного дождя. Зеленые насаждения еще и почве принесут огромную пользу. Корневая система эту почву держит, и она не дает возможности почве смыться. Когда вот сильные дожди, там еще другие явления, когда бывают сильные потоки воды, смывает все на своем пути, когда чистые. А когда дерево, во-первых, он закрепляет почву более-менее, и во-вторых, дерево сам придерживает воду, которая на него идет. И он обходит, и чуть-чуть его скорость уменьшается. Клен, медоносная липа, акация, ясень. Больше 5000 саженцев высадят на территории Сунжского лесничества в рамках всероссийской акции «Подари лес другу». Инициатор этого благого дела – Ингушское отделение Почты Банка России совместно с Минприродой нашего региона. Всероссийская акция проходит в нашей стране уже 5 лет подряд. В нашем регионе она стартовала только в этом году, но сотрудники почты надеются, что акция перерастет в ежегодную. За час успели посадить более 2000 саженцев на 3 гектарах земли. Эта акция направлена на то, чтобы восстановить лесной фонд Российской Федерации, именно проблемные участки леса, которые пострадали от пожаров или же наводнений, или, возможно, это засуха. И сегодня мы рады, что мы можем внести эту лепту в развитие лесного фонда республики. Всего в рамках акции по всей стране высажено более 2,5 миллионов деревьев. Восстановлено 650 гектаров леса, и до 2020 года Почта Банка России планирует высадить более 5 миллионов саженцев по всей стране. На фоне регулярных пожаров на территории России проект по дистанционной посадке деревьев является хорошим подспорьем для восстановления лесов страны. Нацелено на то, чтобы клиент мог зайти в банк, любое отделение Почты Банка России, и купить определенное количество саженцев. Он покупает их, определяет место, где он хочет их высадить, не имеет значения в каком регионе на территории страны. После этого высаживает эти саженцы там, где он выбрал, и ему на телефон приходит мобильное приложение, отчет о том, что саженец высажен, и какое-то время еще после того, как происходит поливка или дополнительная обработка, ему приходит сообщение о том, что его деревья обрабатываются и они растут. يعني جوخ يا دعيا خادق هلك محتاج جوي إذا اللي уже дико юх соцбя бол да окончательно соцбя болш бы но каждый чу вай мехмел осагут хатс гадаичи дох олх мадис из болха охшададулдана уже в постоянном режиме с хабилар хапох ервай зелень озелени дохамел хул гянж дохамел хул вай экологии дикахуги. Акция продлится до конца этой недели. Стоит отметить, что с 30 марта в регионе по поручению главы Ингушетии также стартует республиканский месячник по очистке и благоустройству территории региона. Планируется очистка водоохранных зон рек и ликвидация навалов. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.